Добрый день. Мы сегодня хотели поговорить с очень интересным человеком. Ее зовут Альфия. Она из татарской семьи питерской. Ну, как известно, в Питере довольно большая диаспора татар. Ну, к слову сказать, татары после отсоединения Украины второй по численности этнос в России. Вот. И у нее интересная судьба, помимо того, что она православный человек, причем человек, православный неформально, а глубоко по духу, это результат ее внутреннего выбора, серьезного, осознанного, глубокого. Вот. А помимо этого еще она иконописец. Причем иконописец профессиональный и имеющий не просто свой взгляд на русскую иконопись, но и образование и опыт. Вот. И первое, что хотелось бы спросить, это, может быть, ее история. То есть вот она из татарской семьи, откуда она, да, кто были ее родственники, и, собственно, что ее привело в церковь, в православную церковь, какие поиски, какой внутренний поиск, духовный путь. Вот расскажите, пожалуйста. Да, здравствуйте. Путь был такой непростой, конечно, такой очень запутанный, извилистый. Я из татарской семьи, из семьи мусульман, причем и со стороны отца, и со стороны мамы там были люди верующие, соблюдающие предписания исламской, мусульманской веры. Бабушка читала намаз трижды в день, и вторые, там бабушка с дедушкой тоже молились. То есть это были такие верующие люди, хранящие традиции. У нас всегда там приезжали, справлялись все праздники, справлялись эти поминки. То есть то, что называется мяжелис. Да, и мяжелис это праздник, а это хатем это поминки. Да, хатем, ага. Да, всегда приходили, много всегда родственников приходило, семьи очень большие были. У моей мамы 5 братьев, выживших, вообще было у бабушки 8 человек детей. Сами они по маминой линии, это деревня Шелдаис под Арзамасом. Оттуда бабушка приехала 11-12 лет, я сейчас точно не помню. Сначала служила в Питер, да, приехала, потому что там стало совсем голодно, нас раскулачили, обе семьи были раскулачены. Пережили они этот Поволжский голод дважды, да, первый и второй. Расскажите, может быть, коротко. Раскулачили, они так зажиточно жили, да? Или... Нет, семья считала, по маминой линии семья считалась бедной, потому что не было своей земли никогда. Прадед, он ездил на заработки в Арзамас, в строительную артель, очень много общался с русскими, и мы считались такими, несколько, так сказать, отщепенцами в деревне, потому что слишком часто общались. У нас гости приходили в дом русские, благодаря этому, например, бабушка выжила в голод, потому что у татар не было принято собирать, есть, обрабатывать грибы, а их научили русские, и благодаря этому выжили. В первый голод. Второй, конечно, там был более страшный, такой более тяжелый, потому что уже все отобрали, ничего не было. Отобрали дом. Раскулачили, да, отобрали несмотря дом. на то, что, да, что в общем, жили не так уж, даже земли, собственно, не было. Да, у нас был большой дом. У прадеда был большой дом. По деревенским меркам, нормальный дом. У старших детей, у старших сыновей были дома свои. Но да, поскольку земли не было, то мы были бедными. То есть бабушка, например, с мамой, прабабушка с моей бабушкой, она ходила к мулле, к жене муллы, и они, вышивали. Это был заработок, то есть делали всякую такую тонкую работу, вышивку, кружево они там делали, то есть такая белошвейки. Золотошвейки даже, наверное. Нет, золотом они шили, а именно кружево с разнообразной вышивки, какие-то тонкое белье. Их приглашали, потому что они были хорошими мастерицами. Это уже... То есть ваше художественное чутье да, видимо, какие-то генетические... Да. У нас все рукодельные были очень, обе семьи, все занимались рукоделием. Бабушка по папиной линии, она тоже и в детстве рисовала, и вязала, она всех обвязывала, пока была здорова.
Так что рукодельные Несмотря были все. на исламский запрет на живопись, да? То есть Живописью никто не занимался, просто... Рисовали, в смысле, вот Орнаменты какие-то, да, орнаменты какие-то, да. Исламская, Да. То есть так вот живопись-то занимал только... Я вот единственная в семье, кто вот пошел по этой стезе. Ну вот, поэтому... Ну, в общем, бабушки обе приехали в Петербург, будучи еще совсем молоденькими. По папиной линии бабушку просто выдали замуж за человека гораздо старше ее. Она сначала долго плакала, он там очень мудрый был человек, они договорились, в общем, все хорошо было, но он погиб в первые же месяцы войны на Ленинградском фронте. Вот она осталась вдовой, и будучи, в общем, больной очень, она сразу после операции вынуждена была ехать в эвакуацию с 2 детьми, в общем, тоже так хлебнули горе. А вот по маминой линии бабушка и дедушка, они всю блокаду здесь пережили. Мама родилась в 1942 году, голод, блокада. В общем, бабушка много рассказывала. Там, конечно, были такие и страшные вещи. Мало того, что вот этот Поволжский 2 волны. Да, еще и блокада. Да, еще и блокада. Мы в блокаду выжили благодаря тому, что дед занимался извозом до войны. Лошадей забрали, а остались 2 ларя с овсом. И сколько-то там еще какой-то, бабушка говорит, то ли 2 ларя, в общем, жмых. И вот жмых там еще и раздавала по соседям бабушка, но благодаря вот этому овсу мы, в общем-то, выжили, потому что бабушка это все там кисели вот какие-то готовила на этой основе, в общем. То есть, конечно, все это было очень тяжело и трудно, но как бы там ни было, вот люди смогли пережить эти самые страшные годы. Вот, была потом кухня вот эта вот детская, конечно, молока не было, вот государство помогало, и вот давало молоко, это привезли, я потом узнавала, привезли, там была целая операция, привезли в Ленинград стадо коров в блокаду, и благодаря этим коровам блокадные дети выживали. Смешивали это молоко там с соевым порошком, как-то готовили вот эту молочную смесь, и детей этим кормили. Потому что моя мама была, не единственным ребенком, выжившим в блокаду, родившись в 1942 году. То есть там было некоторое количество детей, и вот благодаря этому молоку дети выжили. Автобус от Нижнего Новгорода до Арзамаса идет около 3 часов. Но мы попали, это был конец марта, там внезапно выпал снег. Снега выпало столько, что крыши домов были закрыты, до крыши. То есть его очень много было. И автобусы шли 9 часов от Нижнего Новгорода до Дивеева. То есть очень сложная получилась дорога, мы очень долго в этой дороге были, тяжело получилось. И приехали мы ночью. Ночью, это было, наверное, часа 4 утра, мы вышли в чисто поле, и везде снег вот так по грудь. То есть мы отошли вот буквально, а там непонятно, где дорога, где что, потому что просто вот чисто поле, все засыпано снегом, и провалились так. Да, в общем, как-то... Прямо как в «Капитанской дочке». Да. В общем, добрались мы до храма Казанской Божьей Матери, где там тогда паломники останавливались. Уже к 5 утра добрались. Да, потому что там по этому снегу, по этому бездорожью, там оказалось очень сложно добираться. Нас туда опустили, мы там немножко посидели, и, по-моему, 5:30 их выгоняют, это уже храм закрывают, и уже на службу в основной храм. И там я 2 недели жила, выцерковлялась потихоньку, там источники вот эти окунулась, уже конечно лучше стало. Но главное, я там подготовилась к причастию, у нас там была хозяйка, которая помогла, она была верующая женщина, церковленная, в общем, она помогла. Я первый раз на самом деле так полноценный, то есть до этого у меня были исповеди, но они были такие, в общем, спонтанные, не очень с таким пониманием. А тут она помогла полноценно подготовиться, я причастилась, исповедь там была такая на нескольких листах. Да, и потом я пособоровалась. И после этого мне стало значительно лучше. То есть я поняла, что я могу жить как-то и дышать. Но была проблема, что делать дальше, как жить дальше. Потому что это уже 90-е годы, начало 90-х. Живопись никому не нужна, искусство никому не надо. Людям не до этого, люди выживают. То есть чем заниматься вообще, как жить? И главное, что смысл потерялся. То есть зачем заниматься живописью, это никому не надо. Да? То есть для чего, собственно говоря, тогда я училась столько лет, столько там усилий приложила. Вот. И я
А так получилось, что хозяйка наша вот эта вот квартирная, она, поскольку я художник, и тут ты художник, напиши мне икону Ксении Блаженной. Тогда же проблемы были, икон не было, литературы не было, то есть еще как бы тогда даже вот печатных это была проблема. Все, что было, на Арбате распродавали иностранцы. Ну да, то есть даже бумажные вот эти иконы, это была проблема, их просто не было. Вот, это все было, всего не хватало. Вот. Но я уже, так сказать, как-то там немножко так подковалась, мне уже объяснили, что без благословения такими вещами заниматься нельзя, я пошла брать благословение. Подхожу к одному священнику, он говорит: нет, такие вещи с духовником решаются. Я так стою и чудую, а что делать-то? Куда идти? Вот тут подлетает ко мне отец Владимир Шикин, на нем даже книжка потом выходила. Вот тогда только вот его руку положили, он еще вот этот 40 дней вот эти вот первые служил, такой весь такой светлый, какой-то радостный, солнечный. Что стоишь? Я говорю: да вот, говорю, объясняю ситуацию. Он говорит: проблема. Езжай, говорит, вот сначала он хотел меня так: ты где, говорит, живешь? Я говорю: в Питере. Он: ну, в Питере нет, в Питере тебе не надо, нет, это не надо. Вот езжай, говорит, в Тверь. Езжай в Тверь, вот там у меня есть, значит, такой очень хороший человек, Андрей Запруднов, у него школа, вот езжай в эту школу, вот тебе телефон, езжай. Я говорю: так у меня родители мусульмане. Говорит: Господь управит, и улетел. И, в общем, как-то так вот и получилось, что я приехала домой, позвонила Андрею Запрудному, он сказал: приезжайте. Я приехала, посмотрела, мне все понравилось. Вот. Ну, говорит, у нас занятия, говорит, а я приехала уже летом. У нас, говорит, занятия в октябре. Ну, с начала октября начинаются. Или в сентябре, там можете в конце сентября, или в октябре приехать. Ну, и действительно, как-то Господь управил. Я как бы не стала родителей, конечно, ставить в известность, куда именно я еду. Сказала просто ремесла, школа ремесел народных. Вот, потому что они, конечно, не сразу приняли это все эти перемены, мы постепенно как-то так пришли к пониманию. Вот. Но все-таки в итоге... Ну, пришли, да. Вот у нас с мамой сейчас, папа-то уже умер, конечно, а мама, она и даже и какие-то книжки покупает, читает там по иконе. Она, конечно, креститься она не хочет. Вместе живете? Да, мы живем вместе, но она помогает мне как бы, то есть она очень, так сказать, гордится моими работами. То есть как-то, в общем, нормально, мы очень мирно существуем, без каких-то проблем. Это с постанием, в принципе, проблем нет никаких. Очень спокойно существуем, без проблем, без всяких, в общем-то, и мама помогает там и постную пищу готовить, то есть, ну, как-то бесконфликтно. Ну, в этом смысле действительно, ну, у татар проще всего. Татары, ну, они, ну, особенно питерские татары, допустим, московские татары, а это огромные диаспоры, очень-очень большие. Они очень, ну, как сказать, то есть, ну, вот, очень-очень свободно и мирно живут, ну, с русскими. Да. Ну, я не могу сказать, что как бы сначала было просто, потому что, конечно, сначала было неприятие. Сначала было неприятие, было, в общем, даже и конфликт как-то был, то есть как-то так родители не приняли, сказали, что это предательство памяти предков. Нет, не, это что, так сказать, что ты предала память предков, что вот все, так сказать, твои там дедушки, бабушки, они были мусульмане, а ты вот взяла, так сказать, и вот это вот, ну, как это вообще это? Ну, как-то вот потихоньку как-то все образовалось. Ну, длительно тоже, конечно, не быстрый такой процесс, но все образовалось. Ну, я думаю, вы сами не шли на конфликт, вы наоборот. Я старалась как-то обойти острые углы, старалась, чтобы как-то это все сгладить и не выставлять все это на показ. То есть я никогда там не молилась на показ, там не иконы выставлю. Это вот когда вот они уже приняли, тогда у меня иконы в комнате повесили. Так они у меня все закрыто было, чтобы никого не нервировать. Зачем это конфликтные ситуации создавать? Тем более, что у нас отношения всегда с родителями были очень, такие, как сказать, мы любили друг друга и, в общем-то, заботились друг о друге, поэтому, конечно, огорчать их не хотелось. Ну, вот так вот. Ну, вы начали рассказывать, вы закончили на Твери, да, то есть вы попали в Тверь, да. Я в Тверь приехала, тоже так все было непросто, сначала было негде жить, в общем, так, немножко я там поскиталась, потом вот образовалось место, там, раскладушка в артели, там долго на раскладушке жил, ну, в общем, короче, так все, в бытовом смысле было довольно сложно,
Но опять же, этим было интересно заниматься, это было красиво, это было интересно, это было ново. Пришлось полностью переучиваться, потому что совершенно другая техника, совершенно другая технология процесса, вот, совершенно другие приемы, и, конечно, как бы было сложно. Вот. Ну и, конечно, символика, да. Ну, символика-то это постепенно это все приходило. Конечно, сначала все было непонятно, потом постепенно это все приходило. Там просто даже, ну, это мы все на самом деле прошли, там в духовном смысле сложно было. То есть ты приходишь, и на тебя вот это, то есть ты в самую глубину вот этого православия погружаешься, вот ты фактически, это же служение, ну, оно близко к тому, чем занимаются священники. Это служение вот примерно на таком уровне. И на тебя, естественно, начинаются нападки. Естественно, то есть там у всех по-разному, но в принципе очень многие, например, прошли через нападки вот такие, там бесовские какие-то нападки, когда там в тонком сне они приходили, там пугали и так далее, то есть там много чего там всякого такого было. Естественно, там в бытовом смысле было все очень тяжело. Во-первых, это 90-е годы, это голод, это нечего есть, это, в общем, не на что там. Я ходила пешком по Твери, потому что у меня не было денег на трамвай. То есть, в общем, все было очень непросто. То есть кушали мы то, что у нас в артели нас кормили, то есть у нас был обед, и все, собственно говоря. Но с обеда, если что-то оставалось, те, кто там жили, ну, у нас там несколько человек вот жило, значит, что-то мы могли поужинать. Если нет, значит, только чай. Вот. А утром приходил Слава, наш резчик, он приносил батончик, булочку. Вот у нас был чай с булочкой, с праздником. Ну, белая булочка, праздник. Да, так что да, так что это такая суровая жизнь, конечно, была. У митрополита Евлогия Георгиевского есть воспоминания, когда они в Берлине. Не читали? Нет, не читала. Ну вот, когда они в Берлине оказались, ну как бы признак того, что жизнь налаживалась, это белая сдоба, да. Да, картошка жареная, вообще праздник, вообще пир души, так что да. Ну не просто. Ну и главное, конечно, это то, что то есть работа была, вот именно вот эта учеба и потом работа с иконой, она была неразрывно связана с своим духовным состоянием. То есть иногда приходилось ходить на исповедь просто каждый день, потому что иначе ты не мог даже линию нормально прочертить. Настолько это все было плотно связано, вот особенно, вот вначале это вообще было все очень концентрировано как-то, очень концентрировано, очень насыщенно. Вот, потому что у меня вообще такое ощущение, что у нас там год за 3 шел, потому что очень плотно, очень большая плотность событий, очень большая плотность учебы, очень большая плотность вот духовного какого-то, духовной работы, потому что и читалось много, и очень много мы работали, потому что у нас в артели мы же не только иконы учились писать, да, то есть, собственно говоря, учились-то как, то есть вот мне там Андрей дал работу, посмотреть, как уровень профессиональный, решил, что все достаточно, и сразу кинул меня на работу такую, то есть, которая шла в иконостас там. Потом меня внезапно как-то получилось так, что вдруг открылись способности к реставрации. То есть оказалось, что я чувствую материалы, и у меня это получается. У нас там никто не хотел этим заниматься, а реставрацию все время кто-то приносил. И, в общем, все время кому-то ее подсовывали, ни у кого не получалось, все, так сказать, отбрыкивались, а у меня это пошло. И я стала изучать книжки, я искала книги, я консультировалась с реставраторами тверскими, искала вот эти какие-то сведения, ну, что-то, какой-то минимум дали Андрей с Димой, которые там немножко все-таки в этом соображали, но у них там тоже минимальный какой-то объем сведений был. А так потом в основном все равно я все сама как бы. Я купила книгу Горбаря, когда вышла здесь в Москве, специально ездила, покупала мастерские Горбаря о реставрации. И благодаря этой книге, как бы, она вообще у меня настольная книга, то есть я вот буквально там сверялась с ней, работала. Вот, и росписями мы занимались, и я даже резьбой занималась, позолотой, то есть все, абсолютно все, что как бы вот может понадобиться в такой работе, то есть я всем этим занималась. Меня с собой брали на выезды, то есть это когда надо было устанавливать иконостас, поскольку я могла не только писать, да, то есть я могла там молоток в руки взять, заколотить, приколотить, приклеить, заклеить, там, подправить, подкрасить, то есть залезть наверх, что-то доделать, что-то подрезать, где-то подзолотить.
То есть, ну вот могла, да. Вот, то есть очень была плотная работа, очень насыщенная. И мы за эти 2 года, пока я там работала, у нас там было порядка 80 иконостасов сделано. А народу у нас не так много. У нас было 3 досочника, у нас было 3 резчика, и у нас было человек 15 иконописцев. То есть это очень большой объем работы, мы очень быстро работали, очень много. И это помимо того, что мы писали какие-то небольшие заказы. Вот. Ну, конечно, иконостасы были разные, они какие-то были небольшие, какие-то очень большие, какие-то у нас длились постепенно там, и мы заканчивали их вот в мой, так сказать, вот уже в мои эти 2 года. Ну, по-разному, ну, как бы там ни было. То есть это очень большой объем работы, реально был очень большой объем работы. И география обширнейшая, то есть это от Калининграда до Владивостока. И, да, то есть это не только Тверь? Нет, конечно. То есть у нас там заказывали иконостасы. Вот мы в Калининградскую область писали несколько иконостасов, в Беларуси несколько иконостасов было написано, по всей России у нас, ну, естественно, по Тверской области. У нас очень много было заказов из самых разных мест. Мы и в Москву писали, в Химки, вот я знаю, еще там куда-то, ну, как раз при мне в Химки писали. Так что у нас очень обширная география была. Вот. В Дивею мы делали иконостас наверху. Вот этот центральный храм, где мощи Серафима Саровского, вот наверху, слева и справа, там, где только монахи не молятся, это наша иконостас, я туда тоже писала иконы. Вот. В Калининград писала вот тоже иконостас, там в храм, который вот построен, центральный храм Калининграда, построен уже в наше время, кафедральный собор. Вот у меня тут тоже как бы иконы Ксении Блаженной написано. Так что работа очень плотная, очень такая работа, очень плотная была. Вот. Но 2 года я там отработала, а потом стал вопрос, куда дальше. А вы рассказывали, что вы именно оттуда, по-моему, к отцу Николаю Гурьянову ездили. Да, так получилось, что это еще в самом начале. Вот я осенью туда приехала, где-то в начале октября, в конце сентября, в начале октября, а уже в конце октября я поехала к отцу Николаю. Вот, он благословил тоже на... Это с каким-то выбором было связано, да? Или... Ну, скажем так, у меня накопилось некоторое количество проблем, которые как-то надо было как-то, духовных проблем, которые как-то я не очень понимала, что с этим совсем делать. Вот, и у меня как бы назрело какое-то количество вопросов. Причем интересно, что пока я туда собиралась, вопросов было, ну не знаю, там 1 000 000. Потом, значит, когда я доехала до Пскова, вопросов где-то осталось в районе 100. Потом мы сели в автобус, доехали до озера, до этого, ждали катера, там осталось где-то пара десятков. Дошли до отца Николая, осталось 3 вопроса. И выяснилось, что я, собственно говоря, все остальное, это все, в общем, как-то так пустое. А вот именно вот эти 3 этих важных вопроса не остались, в общем-то. И причем 3-й вопрос я боялась задавать и не задавала. Мне батюшка сам на него ответил. Просто вот он прямо с порога так увидел меня, говорит, вот делай так-то и так-то. Вот, и как-то так вот. В общем, он решил какие-то вот эти проблемы серьезные достаточно и благословил вот заниматься иконописью. Вот. И потом я к нему несколько раз еще ездила, там были другие проблемы, ездила несколько раз, очень благодатные такие поездки были. Они как-то так, я бы сказала, такие вехи, переломные такие моменты, что ли, были. Потом менялась жизнь, то есть менялась как-то достаточно серьезно, кардинально. Вот. После вот Твери я работала в монастыре под Калугой, это Свято-Тихонова пустынь под Калугой, это большой монастырь, когда-то был один из крупнейших монастырей, ну очень крупный монастырь, там много храмов было, конечно, какие-то храмы не сохранились, какие-то были разрушены. Да, она была закрыта. Я приехала, они только начали вообще там как-то какую-то жизнь, там где-то вот полгода как начали. Кажется, на выборах патриарха старец Зосима, если не ошибаюсь, тянул бумажки с тем, вот когда патриарха Тихона выбирали в 18 году, кажется, ну вот он оттуда из Тихоновой пустыни, если не ошибаюсь. Ну вот этого я не скажу, я не помню, не могу сказать, да. Вот тоже как вот я там работала, ну и жила, естественно, в монастыре, естественно, по монастырскому уставу, тоже, конечно, такое непростое было время.
Вот. Потом я заболела очень тяжело опять. Ну, это там истощение началось, очень сильное истощение. В общем, в конце концов, меня оттуда отпустили. Меня долго не хотели отпускать, потом все-таки отпустили. Когда уже поняли, что я там в обмороке валюсь чуть ли не каждый день, решили, что все, надо все-таки отпускать. А вы там писали, да? Я там всем занималась. Я реставрацию делала, писала, что-то там какие-то помогала, что-то оформлять. Ну, в общем, короче, какая была работа, послушание фактически, такое бы я исполняла. Реставрация в основном, по большей части реставрация. Писала я там не очень много. В основном реставрацией занималась. Вот потом, ну и делала там вот у них несколько, сейчас этих икон уже, конечно, нет, временные такие иконы были написаны на вратах. Они туда на арголите как бы вот. Причем я говорила, что надо делать не так, но батюшка сказал, говорит, ты, говорит, меня не поняла, Алла, делаешь, у тебя, говорит, 4 дня, делаешь на арголите. Я говорю, батюшка, невозможно, 4 иконы за 4 дня. Ты, говорит, не поняла, Алла, ты делаешь, берешь и делаешь. И что, удалось? Ну, удалось, ну, потом, правда, я там дописывала, что-то там доделала, но как бы то ни было, к празднику они висели. Да. Так что так, бодро тоже так было, все бодро. Ну, а потом я вернулась в Питер, и уже в Питере как бы потихоньку как-то вот какая-то... Вот, простите, лишний вопрос, но ведь, ну вот есть же конфликт человека творческого и ну, я не знаю, послушного, законопослушного. Ну, скажем, вот он немножко отображается у Тарковского в фильме «Андрей Рублев», когда вот он отказывается от канона, помните, да, он долго мучается, не может расписать этот страшный суд, да, и в итоге пишет его совсем по-другому. Ну да. То есть, ну, вот вы этот конфликт как-то преодолевали? Я его как бы не ощущала. Потому что... Нет, ну вот здесь вот он же явно был, то есть, ну как вот... Ну как, нет, этого конфликта не было на самом деле. То есть просто непонятно было как. Ну да, то есть, ну, все равно у тебя выхода нет, все равно должен делать. А там уже, когда как Господь управляет. Я сходила к Тихону Калужскому, туда, где у него мощи были, ну вот под спудом они ходили. Ну, батюшка Тихон, ну ты как бы сам управь, потому что это вообще не в человеческих силах, это вообще нереально сделать. Ну просто физически невозможно. Но он как-то управил, и все получилось. То есть конфликта не было, просто как-то, ну, я положилась на Бога, и все, поэтому у меня в принципе этого конфликта не было никогда, потому что для меня канон – это не свод запретов. И я никогда канон не воспринимала как свод запретов, потому что канон на самом деле это… То есть, строго говоря, что такое канон? Это вовсе не перечень того, что можно и чего нельзя. Это соответствие иконы жизни церковной, вот этой литургической жизни церкви, соответствует это то, что ты делаешь, литургической жизни церкви, или не соответствует? Вот это и есть канон, собственно говоря. А все остальное это все наносное и пустое. Какими красками делать, какими там, не знаю, там материалами, это все ерунда. Тогда еще один вопрос. Ну вот как бы вы просто немножко рассказали о том, что это было связано, ну как бы вот ваш личный опыт иконописи был связан с огромным опытом внутреннего делания, ну, да? Вот, это же ведь и литургическая жизнь, да? То есть вы говорили, что и регулярная исповедь, да? И внутренняя брань, духовная брань. Конечно, присутствовала, куда деваться. То есть вот, особенно первые годы это было все очень остро. Но я причащалась каждую неделю обязательно. Вот. Ну и в силу своей немощи какой-то физической и в связи с тем, чем я занималась, то есть это вот духовник, он сказал, строго обязательно причащаться раз в неделю. Я так вот в принципе и живу по сей день. Но сейчас вот немножко пореже стало, там раз в 2 недели. Там. Но все равно я стараюсь почаще это делать. Вот, потому что иначе было просто невозможно. Ты иначе просто не мог нести вот этот крест. Потому что, конечно, этот крест тяжелый. У меня очень многие мои коллеги, которые в свое время начинали со мной вместе, не смогли просто. И ушли в светскую живопись, там, в график, еще там куда, чем угодно люди занимаются, там, дизайном, потому что нести этот крест действительно тяжело. Это крест, это служение, и оно требует жертв. Хочешь ты или не хочешь, но если ты хочешь этим заниматься, ты должен быть к этому готов. И это всегда сопряжено с какими-то трудностями. У всех они разные. Кто-то болеет, у кого-то там проблемы в семье, где-то нестроение, у кого-то что-то еще, у кого-то дети болеют. Очень разные кресты, но как бы то ни было, это всегда какое-то преодоление. Это всегда преодоление. Без него ничего не получается.
Альфия, вы еще говорили о вот нескольких ну, как бы ваших личных отношениях, что ли, с Ксенией Петербургской, со святой юродивой. Вот это действительно очень интересно, может быть, расскажете об этом тоже. Да, ну, первая история у меня вообще произошла до моего знакомства с православием. Это было вообще совсем до. То есть я даже о православии мало чего знала. У меня тогда бабушка болела раком, и дело было осенью, она очень не хотела умирать, она говорила, что не хочет ложиться в мерзлую землю, очень не хотелось ей умирать зимой. А дело все шло к тому, что вот она умрет именно зимой, потому что вот осень, и уже, так сказать, там ей врачи давали там 2-3 месяца максимум, то есть как раз вот зима. Вот. Я тогда писала этюды на Смоленке, там как раз недалеко от часовни, и ко мне приходил преподаватель, ну, смотреть, что я делаю, чем за процессом следил. Вот. Бабушку он мою знал, они были знакомы, ну, так получилось, что познакомились. Вот. И стала расспрашивать, чего, как, я говорю, вот такая история. Бабушка умирает, не хочет умирать, не хочет зимой именно умирать. Так-то, в принципе, она вроде и не против, то есть как бы готова, но вот зимой не хочет. И он говорит, так а ты, говорит, сходила на Ксении попроси, как раз часовню уже открыли тогда. Это был, наверное, 87-й, наверное, год или 86-й. То есть это вот совсем вот как бы было, когда я вообще не интересовалась этим вопросом. Вот. И он меня отвел к этой часовне. То есть для меня это вообще был первый такой приход к храму. Вот. Я ничего не знала. Ну вот свечку купила, подошла, поставила. Ну и попросила, что если как бы можно, вот помоги как-нибудь так, чтобы как-то вот управь, помоги бабушке. Она мусульманка, но все равно как-нибудь помоги. Вот. Ну и дело было 4 часа. Вот я сейчас, вот, да как сейчас помню. В 4 часа дня я приехала домой, это было уже вечером, и бабушка рассказывала, что она встала. Причем она уже лежала, она не вставала. Вот, она вдруг смотрю, я приезжаю, она по квартире бегает. Я говорю, бабушка, ты что? Она говорит, а я ко мне, говорит, стала лучше, я, говорит, встала, я, говорит, в 4 часа, говорит, убрала уже квартиру, сходила, погуляла, и вообще мне все хорошо, в общем, все замечательно. В общем, короче, она прожила до конца августа, она умерла в августе. Вот, то есть, и болела, как слегла она буквально за месяц, то есть месяц всего вот был вот тяжелого вот этого периода, когда она лежала, и там боли были, и все, но как бы там не было, то есть ее желание Ксения исполнила. То есть это был такой первый для меня опыт общения со святым и первый опыт такого отклика святого на мою, причем мгновенный. То есть вот я попросила, вот сразу, вот тебе, пожалуйста. Это, конечно, было удивительно. А второй опыт, это вот уже было, когда я думала, креститься, не креститься, вообще как быть, потому что в храм я уже ходила, на службу я ходила, конечно, ничего не понимала, но ходила. Мне просто нравилось там находиться, мне нравилось слышать эти молитвы, я уже читала Евангелие, но креститься я как бы, то есть те же вопросы, да, вот, а не будет ли это предательством семьи, там, памяти предков и так далее, а можно или нельзя, и вообще как это вот, как с этим быть. С людьми я на эту тему разговаривать была, ну, мне казалось, что люди все равно как бы они предвзято к этому относятся, то есть мне нужно было какой-то, то есть, знак. Да, какой-то знак. И я даже просила у Бога, я помню, что мне в дерзости хватило просить у Бога, чтобы он мне какой-то знак послал, потому что я не понимала, что мне делать, а свидетельства людей я не принимала, то есть я все равно им не поверила. И я приехала в часовню, постояла там на молебне, потом часовню закрыли, и скрывали ее в 4 часа. И я перешла в храм. В храме служба начиналась в 5, как раз вот там время, между 4 и 5 часами, народу еще никого не было. Я стояла у колонны перед иконой Ксении Блаженной. Ну, просто стояла, ждала службу. И вдруг вот пространство вокруг меня, то есть я не заснула, ничего. Пространство вокруг меня, оно исчезло, вот то реальное пространство. Я оказалась в неком ином пространстве, в ином измерении, потому что я почувствовала, что вокруг меня бесконечность и бесконечность какая-то живая, то есть там что-то происходило, какие-то конструкции, что-то там вращалось, что-то двигалось, все это очень красиво было, но само пространство, оно было черным, темным таким, но не враждебным, оно было каким-то очень благодатным, то есть как материнское чрево. Вот. И сначала вот это вот все двигалось, как-то там все переливалось, потом
я оказалась в пространстве уже конечном, я уже чувствовала, что есть границы, но не видела их. Там все было залито таким белым таким туманом. Из этого тумана мне в руку опускается, появляется рука такой совершенной формы, вот как вот перед глазами стоит совершенная форма, вот как вот на картинах старых мастеров, совершенно. Идеально. И в руках держит крестик. И крестик как будто опускается мне на руки. И вот это все пропадает, и я понимаю, что мне надо креститься. Я на следующий день пришла и покрестилась. Там же вот в часовне Ксении. То есть вот такой тоже отклик на мою просьбу, на молитву, он тоже был быстрый. То есть это вот такой ответ, причем это чудо такое. То есть так вот Господь, в общем-то, было такое призвание, так же, как и иконы. То есть я же не собиралась этим заниматься, я даже не думала этим заниматься. Мне просто сказали, вот иди и занимайся. То есть тоже было призвание. Ну, после той первой просьбы, да, когда вас попросили икону написать, да, вы поняли, что это не просто делается. То есть я пошла этим заниматься по послушанию, не потому что я этого хотела, я даже не думала никогда об этом, а потому что вот мне священник сказал, я пошла и сделала. То есть это вот такой момент послушания был. Не могу сказать, что я не могу сказать, что то, чем я занимаюсь, то есть мне очень нравится. Это тяжелый путь, это тяжелый крест, но это смысл, это тот стержень, вокруг, который позволяет мне жить, как бы, и как-то вот понимать, что я не просто так и не зря этим занимаюсь и живу. Вот так. Спасибо. Ну вот еще, вот ваш взгляд, ваши приоритеты. Я имею в виду в иконописи, да, то есть это, вот вы рассказывали уже немножко, да, это итальянские мастера, это византийские мастера, это русские мастера, да, как бы что в динамике иконографии, то есть вот динамика иконографии со старых времен, да, до современных времен. Там, скажем, можно вспомнить знаменитый Стоглавый собор, да, когда Иоанн Грозный, это, по-моему, Никон запретил, да. Никон запретил как-то писать все, кроме старых мастеров, да, и школы Андрея Рублева, да. Вот. Во-первых, ваши приоритеты, то есть что для вас база, на что я опираюсь? База, да, иконографии. И вот просто ваш взгляд на икону, на творчество иконописца. На что я опираюсь? Опираюсь я, конечно, на русскую иконопись в основном, но у меня как бы такой микс: русская икона и византийский рисунок. То есть я на него опираюсь, потому что там, конечно, греки очень хорошо рисуют. У наших не везде, так сказать, такой качественный рисунок. Поэтому я стараюсь как-то все-таки опираться фактически говорю, и туда, и сюда. Потому что в русской иконе есть вот эта легкость какая-то, такая воздушность, вытянутость, вот эта устремленность к небу. У греков очень все так монументально и немножко, не то что приземленно, да, а так монументально и ближе, у них пропорции ближе к человеческим, то есть они все-таки используют именно вот реальные пропорции. У нас часто это все вытянуто, мы больше ориентируемся на Дионисия, и я тоже больше как вот в эту сторону, то есть все-таки мне кажется, что икона, во-первых, мы не можем брать и делать вот строго по образцу, потому что те люди и мы отличаемся, мы другие, мы должны использовать их опыт, но делать все-таки так, чтобы это было понятно современнику, так, чтобы это было близко ему, так, чтобы это было понятно ему, и в то же время и возвышало. Поэтому как-то вот такое тупое копирование я не принимаю и и считаю, что это неправильно, не должно быть такого. Это хорошо на этапе обучения. Пока ты учишься, да, пусть пока ты набираешь опыта. То есть ты должен войти в канон. Да, то есть вот, канон, да, вот я уже говорила, это соответствие литургической жизни церкви. Если ты живешь литургической жизнью церкви, если ты живешь вот в пространстве вот этом иконы, то есть ты, в общем-то, понимаешь, о чем и как должно быть. Понятно, что, конечно, ты должен изучать богословие, чтобы не ляпнуть что-нибудь не то. То есть, конечно, должно быть какие-то... Но ты должен опираться на знания. Вот у нас история 2000 лет христианства, христианской мысли просто, да, и, конечно, ты должен на это опираться, должен понимать, что ты делаешь. Не просто тупо копировать, да, вот взял, срисовал, а понимать, что ты делаешь и как ты это делаешь. Вот это вот соответствие, оно должно быть.
Вот, я не знаю, как это лучше объяснить, но канон, как бы, когда начинаешь многие считают, что это свод правил. Нет этого свода правил. Потому что когда начинаешь копать, собственно говоря, что такое канон, да? Оказывается, что, собственно говоря, этого канона, как такого как свода правил, не существует. То есть, если читаешь деяния соборов, ты понимаешь, что там ничего конкретного нету. Нет такой конкретики, вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. Вот только этими материалами, только этими материалами пользоваться. Там не написано ничего на этот счет. Да, материалы должны быть прочными. Они не должны рассыпаться через год. Но это не потому, что там это написано, а потому что просто это благоговейное отношение к святыне. Святыня не должна рушиться, и ты должен понимать, что ты делаешь. Конечно, если ты используешь материалы, которые у тебя через год все это дыбом встает, и это все осыпается, за какой смысл тогда это уже не работает? Просто как мастер, но это неприлично. Если ты считаешь себя мастером, просто неприлично такие вещи делать. Ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Вот. Конечно, я опираюсь и на византийскую икону, и на русскую икону, и как бы вот на их основе. Вы говорили еще итальянский. Да, я сейчас расскажу. На их основе я уже как бы работаю. А Триченто это вот период раннего Возрождения, я просто его очень люблю, эстетически. Он очень красив. Очень красив. Я когда в Италии была, я ходила по храму, у меня состояние восторга вот это постоянно было, потому что это очень красиво, это очень гармонично, это очень светло. Там очень много какой-то такой вот, с одной стороны, немножко наив есть, а с другой стороны, это такая чистота, это такая вот устремленность какая-то к небу присутствует. Она немножко отличается от нашей культуры. Это немножко не в нашей стилистике, это немножко, не наше, чужое, но при этом это очень красиво. И это не может не восхищать, мне это очень нравится. И какие-то цветовые моменты я тут тоже беру. Мне нравится там, это очень красиво, действительно. Вот так вот. Что касается, может быть, перспектив развития иконописи, вот это же интересно, может быть, порассуждать об этом. Потому что, вы говорили о том, что человек меняется. С одной стороны, есть простое изменение, если допустим, современных людей писать в хитонах, скажем, духовенство ладно, духовенство просто одеяния почти не изменились. Но, скажем, миряне или мученики, вы говорили о том, что вы писали икону новомучеников, да? Но иконография одно, но облик должен быть узнаваем, да? Мне очень симпатично, допустим, как отец Августин Никитин, кажется, говорил, у них в академии в питерской ходила такая расхожая фраза «умучен от большевиков». То есть и эти современные иконы новомучеников, да, где большевики в этих шлемах с красной звездой и с винтовкой, да. Но это, в общем, некоторый новый совершенно образ. Новый, то есть если, допустим, византийский этот мавр, да, появляющийся из-под земли, да, то есть образ такого то ли демона, то ли антагониста со стороны восточной цивилизации. Здесь он немножко другой. И много других моментов наверняка есть, о которых можно было бы сказать. Что вы думаете о том, как должна... То есть в иконе не должно... икона должна быть узнаваема. То есть это должен быть миром, да. Образ, который мы пишем, должен быть узнаваемым. Да. То есть поэтому какое-то портретное сходство там должно... Если у нас этот человек, есть фотографии, например, большое количество фотографий, то мы должны ориентироваться на эти фотографии, потому что образ должен быть узнаваемым. Понятно, что если там нет изображений, ты уже по описанию, какая борода была, да, там, как в подлинниках об этом пишут. А так, конечно, нужно ориентироваться на это портретное сходство, потому что он должен быть узнаваем. Но помимо этой узнаваемости есть еще принцип историзма, то есть нельзя одевать современных людей в одежды 3-го, например, или 4-го или 5-го века. Это просто смешно. То есть у нас принцип историзма он присутствует в иконе, и он должен соответствовать. То есть если мы изображаем современников, или если мы изображаем мучеников, новомучеников, это начало 20 века, конечно, мы должны использовать те одежды, которые были им присущи. Другой вопрос, что чтобы было понятно, что это мученик, и в руке дается крест, это понятно. это символика. И поэтому
когда изображают, там, начинают изображать какие-то там древние одежды, ну, это по меньшей мере странно. Ну, если уж ты изображаешь, например, ну, каких-то мучеников там из князей там, или еще, вот много же пострадало, но одень ты их в нормальное платье того периода. Почему нет-то? Вполне можно изобразить, в общем-то, в канонической манере это все. Я считаю, что это будет нормально выглядеть. Я, собственно, так и делаю всегда. То есть, нельзя просто путать века. Это нехорошо, потому что если мы видим образ, мы должны понимать, что это вот это наш современник, или это вот новомученик, значит, соответственно, это вот начало 20 века. То есть мы должны сразу это понимать. А так, когда приходишь, подходишь к какой-нибудь, не понимаешь вообще, кто изображен. Потому что он изображен в каком-то, значит, какой-то римской тоге, но при этом написано, что новомученик российский. Ну, как так можно? Ну да. Да. Ну, да. Вот. Ну, может быть, сейчас мы выйдем в храм. Мы хорошие знакомые, Александр Давыдович Карнаухов, известный мозаичист, есть несколько мозаик его работы в этом храме, ну вот мы видели уже их. Вот, он говорит о том, что, ну я несколько раз его спрашивал, у него есть достаточно большие интервью и тексты на эту тему, о том, что, то есть каким образом расписывается храм. Вот, и он говорит, что пространство храма само диктует сюжет росписи. То есть, ну, во-первых, конечно, наименование храма, да, то есть, ну, да. Но это наименование храма это не только, ну, как бы икона главная, алтарная, да, это еще и, ну, как бы что-то связанное с обликом святого, скажем, да, или события библейского или евангельского. Вот. Плюс у меня такой вопрос, часто бывает, что храм перегружен иконой. То есть, ну, это бывает по-разному. То есть, с одной стороны, очень старый храм, да, люди приносят и приносят иконы, просят их поставить, ну, как бы это спонсоры, да, которые, ну, вот, жертвуют чем-то очень важным, да, как какое-то событие отмечают духовное в своей жизни, исцеление или еще что-то. Но вот сам принцип вот этот перегруженности, ну, скажем, для меня, ну, не только меня, многих это несколько подавляет. То есть, когда храм более лаконичен с точки зрения количества икон и событий, ну, иногда молиться легче и проще. Конечно. Ну, во-первых, как бы нельзя забывать, что храм – это архитектурное пространство, и оно диктует, то есть, если художник, нормальный художник, он должен ориентироваться на это архитектурное пространство и не должен его, как бы, ну, как сказать, он должен внутри этого пространства гармонично расположить свои там росписи или иконостас, потому что, конечно, у нас очень часто об этом не думают или думают очень мало, или, ну, к сожалению, храмов, где это пространство органично существует, и иконы соответствуют этому пространству, и росписи соответствуют этому пространству, к сожалению, немного, к сожалению. И очень вообще редко задумываются на эту тему и священники, настоятели, и иконописцы, потому что этому мало кто учит, и об этом мало кто говорит. Вот. И это на самом деле важный вопрос, потому что, конечно, ты приходишь в храм, у тебя везде со всех сторон там иконы, иконочки, и конюшечки, и вот этого всего, значит, много, и все, и, конечно, это мешает, потому что это отвлекает, это глаз устает от всего от этого, это рябит, и, конечно, это очень важный такой момент, который, в общем, хорошо бы, конечно, учитывать. Если спонсор что-то дает, в конце концов, не обязательно это вот именно в храме выставлять. Есть же ризница, есть там, не знаю, там всякие, ну, в алтаре что-то можно. Икона праздника может быть. Да, икона праздника можно выносить, ну, есть какие-то пространства вне конкретной вот храмовой, то есть, мы сейчас находимся в приходском доме, приходские дома, там есть какие-то трапезы, есть, ну, что-то такое, куда можно тоже, пожалуйста, разместить эти иконы. А некоторые настоятели, например, вот в Твери у меня есть один знакомый настоятель, который очень легко решил этот вопрос. Он очень строго как раз вот следит за пространством храма, как бы, чтобы ничего лишнего там не появлялось. Они все лишнее убрали.
Вот. А, скажем, прихожане, которые хотят, чтобы их образ находился в храме, специальную такую сделали, такая у них там ниша, значит, ее разграничили на такие вот небольшие кассетки. В эту кассетку вставляется икона. И сейчас там они уже почти полностью заполнены. В середине у них икона Спасителя, а по краям вот эти вот святые, которые являются покровителями прихожан этого храма. И фактически у каждого прихожанина храма есть свой святой. Очень удобно. И в то же время это мало места занимает. А иконки маленькие. А в целом это все смотрится, пишет один тут же иконописец. Все хорошо в целом. То есть всегда можно найти решение, если есть желание. Ну да. Ну и задача, потому что... Ну да, задача. То есть я говорю, что на это мало внимания обращают, к сожалению. Иногда смотришь, прекрасная роспись, но перекрыта, просто иконостасом, который, к этому храму, никак не подходит. Вообще не подходит. Совсем из другой оперы. Скажем, византийский, у нас тоже Троице-Сергиевская пустынь. Прекрасные росписи, замечательные, чудесные росписи, но они закрыты пятиярусным иконостасом. А там базилика, храм-базилика, то есть там не предполагается высокий иконостас, чисто архитектурно этот высокий иконостас не предполагается, он должен быть низким, этот иконостас, тогда все было бы гармонично. Увы, к сожалению, это часто происходит, к сожалению. Богатый иконостас – это вообще отдельная тема. Богатый, это побогаче, побольше золота, чтобы все блестело, барокко, влепят барокко, туда, где, скажем, рублевского типа. К сожалению, это смешение стилей, несоответствие этих стилей общему пространству храма. Я о чем говорю, что мало кто учитывает это архитектурное пространство, и мало кто следит за этим и как-то скажем так, внимательно к этому относится. К сожалению, мало. Есть отдельные образцы, есть, но мало.